Добрый вечер, уважаемые телезрители. Как вы, наверное, помните, 7 ноября нынешнего года у нас состоялась с вами встреча в телеэфире, посвященная теме геноцида южных осетин, учиненного правительством так называвшейся Грузинской Демократической Республики в 1920 году. Это была наша первая передача, наша первая встреча из цикла телевизионных передач, объединенных столь злободневной и актуальной темой, каковой была и остается на сегодняшний день тема геноцида южных осетин. Конечно, в первую очередь напрашивается необходимость высвечивания роли наших ученых-обществоведов и в первую очередь, конечно, историков в изучении и освещении событий вековой давности в истории нашего народа. Сразу хочется отметить, что данная тема никогда не была обделена вниманием наших историков, как бы это кому ни казалось, особенно в постсоветский период. Дело в том, что в прежние годы в условиях доминирования в обществе партийно-советской идеологии не допускалось никакого упоминания даже самого термина «геноцид». Поэтому события 1920 года в Южной Осетии в исторической литературе подменялись такими терминами, как меньшевистский погром, меньшевистское нашествие, кровавый террор и так далее, но никак не геноцид. И лишь в постсоветский период в трудах осетинских историков вещи стали называться своими именами. И тут можно было бы поспорить с утверждением осетинского публициста Елизаветы Засевой, о котором мы в прошлый раз также говорили в нашей первой передаче. Она утверждает, что, цитирую, «за 12 лет независимости Южной Осетии не было опубликовано ни одной книги, книжечки и даже серьезной научной статьи о геноциде 2020 года». Конец цитаты. Я далек от намерения вступать в научную дискуссию, но чтобы не быть голословным, приведу краткий своего рода историографический обзор. Тема геноцида южных осетин в 2020 году достаточно неплохо освещается в работах таких ученых, как Ванеев Захар Николаевич, Абаев Василий Иванович, Блиев Марк Максимович, Дзидзоев Валерий Дударович, Дзугаев Коста Георгиевич, Цхавребов Вахтанг Дмитриевич, Абаев Владимир Давидович, Догузов Павел Васильевич, Джиоева Евгения Арсентьевна, Цхавребов Иван Никифорович, Сюкав Николай и целого ряда других. Другое дело, что по этой теме не было издано специально посвященных этой злободневной теме. Исключение составляет лишь книга профессора Бзарова, которая так и называется «Геноцид южных осетин», который, к сожалению, вне поля зрения ученого остался целый ряд вопросов. Вот я захватил с собой эту книжку. Вот. Да, собственно, автор этой работы Руслан Сулейманович и не ставил перед собой такую цель. Эта книга является собой сборник весьма ценных документов и материалов с очень содержательной вводной частью под говорящим названием «Почему нас хотят истребить». Немало внимания в этой теме, как мы же отметили, уделяет и администратор сайта Алания Информ, публицист Юрий Майрамович Бетеев. Ну и без ложной скромности скажу, что и ваш покорный слуга посвятил этой теме ряд газетных статей. Отмечу и то, что в настоящее время ведется кропотливая работа над монографией по теме геноцида южных осетин, которая хронологически охватывает не только 1920 год, но с 1920 по 2008 год. Вот такой большой, почти вековой период. Поэтому утверждение о том, что тема геноцида южных осетин в 2020 году забыта современным обществом, нам представляются, по меньшей мере, излишне строгими. Понятие «геноцид» в лексическом обороте стран и народов не существовало вплоть до 1944 года. Именно в том году известный в Польше ученый-правозащитник, юрист еврейского происхождения, профессор Рафаэль Лемкин, чаще он встречается под фамилией Лемке,
он именно в этом году ввел его в лексический оборот в качестве специального термина для обозначения злодеяний, преступных деяний, совершаемых одним государством или людьми по отношению к другим государствам или людям с целью их уничтожения по определенным признакам. Для обозначения таких злодеяний профессор Лемкин объединил греческое слово «генос», что в переводе на русский обозначает этническую группу людей, племя, род, этнос. Так вот, он объединил этот генос с латинским «цидо», в дословном переводе на русский обозначающим «убивать». Сам автор термина «геноцид», он эмигрировал, кстати, в 1941 году в Соединенные Штаты Америки, и мыслил этот термин для обозначения координированного плана различных действий, направленных на уничтожение жизненно важных основ существования национальных групп и самих этих групп как таковых. Вот такое определение. Впервые же слово «геноцид» в официальных документах появилось год спустя в обвинительном акте Международного военного трибунала в Нюрнберге. Причем оно было применено не как правовое понятие, а в качестве термина описательного, и то только в мотивировочной части приговора. Справедливости ради отметим, что польский юрист тогда и не предполагал, что предложенный им термин станет важной составляющей всего понятийного аппарата для обозначения преступлений против человечества. Он и не рассчитывал на это, а предполагал обозначить им Холокост. 9 декабря, пусть и по настоянию самого Лемкина, но Организация Объединенных Наций одобрила Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказания за него. Этот важнейший документ признал геноцид преступлением, которые подписали конвенцию принимать жесткие меры и призвал государства, которые подписали вот эту конвенцию, призвал их принимать самые жесткие меры по его предупреждению, вплоть до применения карательных мер за его совершение. Такая оценка вытекает из следующих основополагающих документов, принятых и признаваемых международным сообществом. Вот теперь мы перейдем непосредственно к этим документам, которые легли в основу объясняющих термин геноцид, которым мы пользуемся поныне. В таком вот виде они сохранились и поныне в международном праве. Итак, первое — это резолюция 260А Генеральной Ассамблеи ООН под названием «Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказании за него». Была принята, как мы говорили, 9 декабря 1948 года. Вступила в силу 12 января 1951 года. На территории бывшего Советского Союза вступила в силу 1 августа 1954 года. И второй самый главный документ, важнейший, это резолюция 2391 Генеральной Ассамблеи ООН под названием «Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества». Она была принята, эта конвенция, 26 ноября 1968 года. Вот эти два основных документа. Нам представляется не лишним изложить дословно основные положения отдельных статей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН номер 260А. Этот документ признает, что, цитата, «на протяжении всей истории геноцид приносил большие потери человечеству, и что для избавления человечества от этого отвратительного бедствия необходимо международное сотрудничество. Исходя из этого, государства, члены Генеральной Ассамблеи ООН, согласились о ниже следующем». Статья 1. Договаривающиеся стороны подтверждают, что геноцид, независимо от того, совершается ли он в мирное или военное время, является преступлением, которое нарушает нормы международного права и против которого они обязуются принимать меры предупреждения и карать за его совершение. Статья 2. Настоящей конвенции под геноцидом
понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую. Так вот, какие это действия? Первое. Убийство членов такой группы. Второе. Причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы. Третье. Предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее. Четвертое. Меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы. И пятое. Насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую. Четвертое интересно, поэтому я ее тоже процитирую, это совсем маленькая статья. Лица, совершающие геноцид или какой-либо из перечисленных выше деяний, подлежат наказанию, независимо от того, являются ли они ответственными по Конституции правителями, должностными или частными лицами. Интересный момент. Также представляется целесообразным изложить положение отдельных статей резолюции 2391 Генеральной Ассамблеи ООН. Называется она «Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества». В частности, в статье 1 говорится, никакие сроки давности не применяются к следующим преступлениям, независимо от их совершения. Статья 2. В случае совершения какого-либо из преступлений, упомянутых выше, применяются к представителям государственных властей и частным лицам, которые выступают в качестве исполнителей этих преступлений или соучастником таких преступлений, или непосредственно подстрекают других лиц к совершению таких преступлений, или участвуют в заговоре с целью их совершения, независимо от степени их завершенности, равно как и представителям государственных властей, допускающих их совершение. И, наконец, государства-участники настоящей конвенции обязуются принять все необходимые внутренние меры законодательного или иного характера, направленные на то, чтобы в соответствии с международным правом создать условия для выдачи лиц, указанных выше в совершении вот этих преступлений. Таким образом, формулировка термина «геноцид», принятая 9 декабря 1948 года, по настоящее время остается неизменной. Наша цель – показать на конкретном фактическом материале, насколько отвечают совершенным против Южных Осетин в 2020 году преступления вот этим самым условиям. Выводы делайте вы сами, уважаемые читатели, телезрители, мы навязывать никому ничего не будем, но в последующих передачах мы на конкретном анализе документального фактического материала покажем вот эти самые преступления. Kurdmana partizantat tez tembelistime, lektaudistime, gorjime khashidiste. Mafit dersime, boma kerjim ba kharem. Don çir badov cenum kem ders vadunu düse vaks. Madan don çir ba khasjim majim mafit ma yuja aglab boya maladoy der niçi dime da maladoy taş attım. Don ko başa xastoy fastema juk başa khatja kuttoy. Vatsil di payda gorjamni khasidi. Durun top berstoy, go terte son berstoy. Öxengerszeder kuterte bakaltoy, me lajgutasistoy. Modu sotkaskutoy, mohta modu ashe adame nazone. Vette sebabtarstoy, bakutoy júrme, emeszer kuttoy, mese amgoret merkuttoy cserébame. Talank padval, mese hevs padval bakuttoy. Me ödiste stesz, me fedmisse hafta fejerta. Me Hadun kasınç madamyk qəhta qar kunashidis. Znaçtan voxniste qəhta qarashidiste foldar. Vadi uraydettoy qaxın quxay. Yu roberedi. Yu jarashidis yu roberedi. Ma adamta. Este yinne der roberedi. Ma vi der edi fala. Ya fasta ertikkak chiberedi. Vi vatcha gence nashidi kududisme. Durur hotta mig uppfärsidi. Ma ististinna fi qustaya qaloriç yudisui ma fastama fazildi ma yapramu haurda fi qsta ma hafta qanç midaga inan amorta
Эсти олгдиме, чирологди, уи даровитто. Я фестарологдиме, уи дароморто. Фалароздар чойр вести ви офордаги. Дуар бокуттуй, лопоткота сам бохостуй. Ама сам лопоткота роттуй. Мабо рохизуттам хирен. Рокуттуй сама. Зал дайдан куста охоргенагай. Охан. Орта, уше зал дай. Ама dom havi dom ofta adun dom nekenincs morme mochtam udgaszaj nalbozzajgyöztem feledom ve kadisci oma a irvezo iste hostedam sorozam iste hottek medam modam ne csizunisci a irvezo rakottuj ma ba bechtedam nalvars bechtjentemedam meneget liscsiste sirtavettam je haurdam jechsaj domjul boleudeste Hafta mesela zhud irde fakenç. Henda maşı ahırgenek çivdi zaldaya ayak çivdi ahırgenek çıkısta. Hayı dam raydet ta juren. Ama dam smah ragay festeme. Ragay festeme dam irette sahurka khashut irette tuktsiruti. Madam es sabene not fakuttuy. Faladam je festak khat yu dakhel باشه مدام یشور لودی مدام یشور تشرم مفته مدام نفته آموردم کسوام و تام یو ایست خسته دخی فیب درد کن مدامی والیش هندام نکس کتوی و تام ننگ آخن کنن چسته آچامتا گرجاگ یشور تچی شدیوی و مالیش مدام های فیب بردیس کتر مدام آلغ دی Madam alırdı mı, haşı gürcage asırtta festi. Madam sık semesti. Madam feste merbozdak nafta, sabit adam. Valla madam haşı loh teçiudis, haydam bexel kabadid. Asırtta da may festi, me kayzer ne qavay yafta, madam ay havum fexsta. Esti da may bexel kodil babasna da may feste may ne morder balasta. Nam ne fersinç spisupkaj. Dam étkenin csi keseran, csi kemkusze, csi saraszta, csi kudaraszta, gurzinych mesem kötsedi hafta, tadam étkenin madam se. Hafta jurdam lewen kenem bajdancs. Madam stimem mekorba hatjast mefedofte, koden kuttu jinne tejfisenej. Esti Kajmer ödi, lezsek kajmer rajsta zsavag leppu. Hát majd ardam kor hatjást vettem ide rachisen kuttuj, mert ami mesúrur baden kuttuj. Én dam innete jól der szleven kuttuj, ingen tekkebeled. Madam sapramo haftana sesteros fixtuj. Ma ingen menek kaldeste. Madam mahtu ez azt avjat kuttuj, sem esse bomberzem. Kodam feste ide en värstgrund. Och att de när fanottuja, kohaj där de bolegastuj kohaj. Ofta. Men de nästan har nog åktuj ofta. Сегодня мы на этом с вами прощаемся и до следующих встреч.